Значит, мы установили свой лагерь, поставили вот свою палатку. Сейчас мы будем распаковывать свои рюкзаки. И, кому интересно, сделаем небольшой обзор того, что мы сегодня взяли. Вот. Вещи, конечно, не обязательные, по желанию каждого человека. Но сначала начнем с обвеса, так называемого. Это значит перчатки. Нужная вещь. Так, значит, бутылка воды. Сколько всего килограммов? Так, рюкзак изначально весил, с учетом того, что здесь установлен гидратор на 2 литра воды и плюс 1 литр воды я нес дополнительно в боковом кармане, у меня вес составил где-то 25 килограмм. Вот. Соответственно, и с едой, и со спальным снаряжением. Вот. Значит, верхний клапан. Здесь вот такая вот противомоскитная сетка. Вот, потому что в некоторых местах, ну здесь, благо их нет, в основном, если в лес, например, куда-то ехать, очень много комаров, мошкары. И вот такая москитная сетка очень спасает. Вот, но она тоже имеется. Так, также была аптечка, но мы ее сейчас выложили в другой рюкзак. Есть постоянно аптечка. Бинт. Карта Чеченской Республики. Вот. Даже линейка есть. Ну, зажигалка. Ага. И так, по мелочи, зубная паста, щетка. Вот. Ну и легкие какие-то перекусы. Значит, внутри вот здесь вот небольшая порция провизии. Вот, это мы взяли чаю. Здесь казинаки, хлебцы, сладости разные. Вот. Чай. Это чтобы можно было у костра сидеть и чай пить. Также есть супы, которые мы завариваем в походах. Это супы быстрого приготовления. Они очень своей оперативностью спасают в походах. Так, газовый баллончик. Здесь котелок небольшой на 700 миллилитров от фирмы Стэнли. Вот здесь мы положили кофе, чай. Вот здесь также имеется внутри две такие чашки. Так, без фонаря никуда в походах. Это фонарь Армитек. Сейчас. Налобный фонарь с крепежным элементом. Вот. Очень нужная вещь. Надувной коврик. Еще один надувной коврик. Так как некоторые снаряжения я продублировал для своего товарища. Вот. Так называемое одеяло спасателя. Ну, на всякий случай. 18651 элемент, запасной аккумулятор. Так, также мы взяли дополнительно еще один котелок. Вот такой вот. Сейчас покажу содержимое. Ну, вот это такая вот подставка для того, чтобы можно было устанавливать вот такой вот баллон газовый вот сюда и зафиксировать его. Так,
2 вилки ложки. Такие вот. Так, ну это излишество. Так, чтобы можно было чай заваривать. Титановая газовая горелка БРС 3000. Вот. Весит всего 25 грамм, но имеет очень большой ресурс. Что-то очень выручает. Здесь имеются ватные диски, пропитанные парафином для быстрого розжига костра. Так, это титановая ложка. Вот, тоже полезная вещь. Потому что у нас бывает несколько человек в походах, и я стараюсь дублировать снаряжение для тех, у кого нету. Это огниво, тоже беру всегда с собой в поход. Здесь такая вот интересная трубочка для того, чтобы можно было поддувать костер. Вот. Но в основном я использую вот эту трубочку для щепочницы. Так, ну в такой тюбик я заливаю жидкость для мытья посуды. Вот, если нужно где-то что-то отмыть по-быстрому, тоже иногда нужно. Ну, еще одна зажигалка. Вот. И такая еще одна чашка. Ну, здесь также имеется вот сам котелок. Вот, и пластиковая такая чашка для того, чтобы можно было залить суп, там, либо горячий напиток. Дальше. Здесь в гербомешке в основном это одежда, одежда для сна, если вдруг первый слой намокнет, чтобы можно было заменить быстро, и также пуховая куртка. Все здесь находится. С этой стороны закреплена рация. Так, здесь соль и изолента. Всегда беру в поход, очень выручает, много раз выручала. Весит немного, но нужная вещь. Где-то что-то подлатать, закрепить. Так, дальше здесь, в этом отсеке, у меня расположены салфетки, 2 спальных мешка в компрессионных чехлах. Вот. Опять же, это для товарища. Вот. Ну, тут что такого важного: перекусы, орешки, конфетки, суп быстрого приготовления. Так, здесь ничего. Вот. Рюкзак сам 70 плюс 15 Air Contact Pro от немецкой фирмы Deuter. Вот, очень надежный, качественный рюкзак. Так, также здесь установлен гидратор на 2 литра воды. Так, нож. И также есть пауэрбанк. Вот, тоже нужная вещь в походе. Ну, также имеется и солнечная панель, просто в данный поход не стали ее брать с собой, потому что и так вес был на пределе, в связи с тем, что у остальных участников нашего похода рюкзаки оказались слишком маленькие, невместительные, и не
получилось взять столько нужного снаряжения. Вот. Ну, примерно как-то так.